Менә безнең оешма турында может күп кеше белми. Безнең оешма нәрсә белән аерылып тора? Безнең бар тюркский халыкларны бездә тоже бергәләштерәбез. Безнең национальный конгресс татар и тюркских народов. И менә без, мин үзе Башкириядә эшләгәч 9 ел, мин ничектер теге безнең чараларга гел башкортларны без чакырабыз. И алар белән бергә чаралар үткәрәбез. Менә Хурамшин Талгатны белмидегезме? Ул полпредседә эшләде. Менә ул организовал клуб героев. Хурамшин Талгат Закиевич, не bilesizler. Вот он нам передал. Вот, Башкир клуб героев нам передал. Бездә клуб врачей бар, клуб силовиков, клуб предпринимателей. Все у нас одинаково. Менә безнең яшьләр, студент в каждом институте у нас отделение. И везде у нас все группы у нас студенческие, все без исключения татаро-башкирские. Вот, у нас все вместе. Мы никогда никого не делим, у нас как-то одно целое, да. Вот, поэтому, значит, ну, менә безнең сайтларда карагыз, визитки мин раздал. Вот, поэтому безнең менә бүген бик белемле, бик уважаемый, бөтен сорауларга җавап бирә торган, шундый бик укыган хәзрәт инде. Когда сез башлайсыз да, сораулар әзерләгез. Мы восхваляем нашего Создателя Аллаха Субхану ва Тааля словами «Альхамдулилля». «Альхамдулилляхи Роббил Аламин». То есть прославляем Создателя, всемогущего Творца, Создателя всей этой Вселенной, того, кто не имеет начала своего существования, Аллах Аввальсис Ахарсис, тот, который существует вечно без конца. И то, что мы выполняем эту обязанность, которую Аллах нам не спаслал, обязанность держать пост в этот священный великий месяц, месяц Рамадан, тот месяц, в котором были ниспосланы священные писания, это выражение благодарности Создателю за те блага, которые мы имеем в этой жизни. Если начать их перечислять, нам не хватит ни этого вечера, ни целого года, даже всей нашей жизни, потому что их для нас не счесть. Все то время, которое мы проживаем Аллахнын рахматы, То есть Аллах дает по милости своей все, что у нас в этой жизни есть. Иногда хочется больше, чем то, что мы имеем. И человек предпринимает определенные шаги, чтобы добиться желаемого, осуществить свои планы, мечты. Но как раз-то неспособность добиться чего-то в этой жизни из запланированного нами, как раз-то и доказывает то, что все, что мы имеем от Аллаха. Только Аллах, дарующий по своей милости то, что Он хочет даровать, и только Он тот, который забирает то, что нам дано на какой-то короткий срок. Аллах Создатель, Он по своей милости не потому, что обязан кому-то что-то давать, дает все, что Он хочет в этой жизни, кому хочет. И Аллах распределил этот ризык среди людей и предопределил каждому из нас свой удел. Кто-то из нас богатый человек, кто-то среднего достатка, кто-то бедный. Среди людей есть здоровые люди, есть больные, есть те, которые стали здоровыми, есть те, которые заболели. Кто-то в этой жизни счастлив в семье, а кто-то не может найти близких для себя людей. У кого-то в сердце, душе и спокойствие, у кого-то тревога и война. Но и то, и второе, и третье, и четвертое – ничто иное, как то, что нам дано от Всевышнего Создателя. И раз человек, верующий в одного единого Творца, признающий всех пророков и посланников, то он должен быть благодарным Аллаху за те блага, которые он имеет.
Благодарным это не означает, что там перевести бабушку через улицу, кому-то там 50 рублей дать. Это тоже благодарность за то, что Аллах даровал нам высокие доходы и так далее. И часть средств мы жертвуем беднякам, обездоленным и так далее. Но ученые, они объяснили, что благодарность за ниспосланные блага бывает двух видов. Одна благодарность – это то, о чем я сказал, то, что человек не обязан делать. Не обязан каждый раз восхвалять Аллаха, читать зикр Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Не обязан делать дуа, просить у Аллаха что-то. Нет у него обязанности. Нету обязанности даже помочь другу, если ему нужна какая-то помощь. Что значит нету обязанности? Это означает, человек не будет наказан Аллахом за то, что, например, не дал деньги брату в долг. Или, например, не оказал какое-то содействие в помощи, кроме как если эта помощь не была критической, без которой бы человек, например, не смог бы выжить. Да, один брат спрашивает какую-то помощь, мол, подвези меня до метро, мне пешком долго идти. Он говорит, нет, я не буду, у меня свои дела. За то, что он не оказал эту помощь, он не будет Аллахом наказан. Но если окажет ради Аллаха, в этом будет его благодарность Создателю за то, что Аллах дал ему автомобиль, который он может использовать для совершения благих дел. Он помогает братьям, возит, привозит, помогает что-то, разгружает, загружает. Хотя он не обязан. Но из-за своего желания получить вознаграждение в знак благодарности Аллаху за то, что у него есть семья, что у него есть машина, у него есть руки, ноги, глаза. Он рад. Аллах дал ему все это. И он хочет совершать добрые дела. Хотя не обязан. То есть это выражение необязательной благодарности Аллаху, не выражая которой человек не будет наказан. Аллах не приказал оказывать помощь друг другу, но поощрил. Сказал, что будет вам награда за ваше милосердие по отношению друг к другу. А вот второй вид благодарности – это обязательное. И ее не выражать, за это человек уже будет наказан. Потому что Аллах повелел нам, каждому из нас, эту благодарность выражать. И тот, еще раз, кто не будет это делать, топит сам себя. Сам себя загоняя в такую ситуацию, за которую Аллах может наказать человека в следующей жизни и даже в этой. Есть некоторые грехи, которые люди совершают, посредством которых он имеет беды в этой жизни. И потом проходит какое-то время, он сидит, хватается за голову и говорит, за что же мне такое наказание? Что же я такого сделал в своей жизни? Неужели я такой плохой человек? Я же никого не обидел. Я же никого ничего не украл. Почему у меня заболела жена? Почему меня не слушаются дети? Почему у меня вот так? Что же я такого не сделал? А выражение обязательной благодарности – это не только не совершать то, что Аллах запретил совершать, как, например, питье спиртных напитков, игра в азартные игры, совершение прелюбодеяния, убийство невиновного. Это все запрещено. Для того, чтобы выполнять эту обязательную благодарность, недостаточно просто не делать то, что Аллах запретил. Недостаточно. А что достаточно, чтобы быть благодарным Аллаху за этот воздух, за этот стол, за теплоту наших ног, за то, что мы можем сами справлять свою нужду, питаться,
смотреть и различать разные цвета и не ударяться об острые углы, различать звуки, понимать языки. Это же великое благо, которое человек иной раз забывает оценивать по достоинству, потому что привык к тому, что у него всегда есть еда, привык к тому, что всегда есть те, которые о нем позаботятся. Он привык, что у него всегда есть деньги на кармане, что всегда есть машина, которая может взять, поехать куда хочет. Он привык, и для него это обыденно. Но как раз мы сегодня, держа пост, да, и когда будем разговляться, мы как раз-то и будем понимать, что вода, на самом деле, она очень вкусная, когда ты целый день не пьешь. Финики, к которым ты, может быть, привык, но в течение дня ты мечтаешь о них покушать. Ты ценишь свой сон, потому что ты всю ночь делал айбада, а днем тебе приходится работать. И где бы тебе 15 минут поспать? Ценишь эти свободное время свое. И это все дано Аллахом. Так вот, чтобы быть благодарным Аллаху, нужно не только запрещать себе совершать то, что Аллах тебе запретил, но еще делать то, что Аллах тебе повелел. Потому что если ты не будешь совершать то, что Аллах тебя обязал тебя и предупредил тебя о том, что если ты не будешь это делать, ты будешь наказан, и если ты это делаешь, ты как раз-то рискуешь быть наказанным. Рискуешь быть тем, которому в день суда скажут: твое место в аду. Да, и это очень будет прискорбно. Но время выйдет для того, чтобы что-то изменить, чтобы что-то поменять. У кого-то попросить прощения. То время, когда тебе скажут, что ты наказан, да, это время не вернуть будет вспять. У тебя не получится вернуться в эту жизнь. Не получится что-то докрутить, доработать, исправить. Потому что ученые сказали, имам Али, ради Аллаху анху, он сказал: «Аль-яуму амалю ва годанил хисаб». Это означает сегодня действие, а завтра отчет. Когда сегодня человек совершает действие, отчета нету. День за днем человек совершает какие-то дела, хорошие, плохие, а где отчет? Даже в бухгалтерии есть годовой отчет, а у нас отчет в конце жизни. Отчет будет непременно. Даже у бухгалтерии есть отчет, даже чаще, чем у нас. То как, если там есть отчет, то неужели человек так думает, что все его действия, которые он в этой жизни делает, будут для него безотчетные? Неужели настолько нужно быть ветреным человеком, что думать, что бы он ни делал в этой жизни, не будет ему наказания? Это высшая степень безрассудства и глупости. Думать, что, во-первых, ты проживешь 2500 лет, что, возможно, ты вообще, может быть, никогда не умрешь. Некоторые так думают. А может, я вообще не умру, говорит он. Как это ты не умрешь? Ты каждый день видишь доказательства, что есть смерть. Вот сегодня пришла новость, да, одноклассник моего младшего сына совершал омовение, 10 лет пацану. Просто умер, все. Сердце остановилось. Ни с того ни с сего, человек не болел, ничего не произошло. Время пришло его смерти. Аллах предопределил сегодняшнюю дату, 2 часа дня, когда ангел забрал его душу. И эта дата предопределена и нам, каждому, кто здесь сидит. Задумайтесь об этом. Я себе, прежде всего, совет даю. Наша жизнь конечна. Она закончится. Не думать об этом, это как будто бы
зарыть свою голову в песок, как делают это страусы, как будто бы это решится проблема. Проблема не решится. Решать проблемы нужно по-другому. Как? Выполнять то, что Аллах повелел, и ограждать себя от того, что Аллах запретил. Вот это дела, для которых человек рожден в этой жизни. Смысл жизни для каждого человека — это как раз заслужить свое место в раю. Быть достойным тем, чтобы и тебя ввели в рай. Потому что жизнь закончится. На что бы человек не ориентировался из того, что в этой жизни останется, он все равно это потеряет. Останется что? Его вера или неверие. И второе, его хорошие дела или плохие. Вот что он заберет с собой в могилу. И вот что будет свидетелями его в день суда, когда будет представлен для него отчет. Точнее, он представит отчет в своих делах. И когда мы держим пост, или совершаем намаз, или выплачиваем закят, или у кого есть возможность совершает хадж, то это как раз-то и есть выражение обязательной благодарности Аллаху, которую нельзя не совершать. Можно не помочь брату, можно там не дать ему деньги на новую машину. Можно, например, еще что-то хорошее не сделать, из того, что ты не обязан. И Аллах тебя не накажет, но ты не можешь не делать то, что ты обязан. Тебе нельзя не держать пост в месяц Рамадан, если у тебя нет оправданий. Это все я говорю к тому, что лучший совет, который дал своей умме, лучшее создание Аллаха за все времена, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: будьте богобоязненными. Бойтесь Аллаха. Это не означает, что если мы боимся Аллаха, мы не любим Аллаха. Некоторые говорят, надо любить Аллаха, зачем его бояться? Мы любим Аллаха. Аллах создатель нас и наших предков. Аллах создатель нас и наших действий. Но помимо любви, мы еще боимся наказания, потому что Аллах предупредил через Коран, через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что нечестивцы, грешники, они понесут убыток и наказание. И это неминуемо, кроме как если по милости Аллаха. И что такое вера? Это самое ценное, что у нас есть. И вера, она определяется знаниями о Боге и о пророках. И после того, как мы сделаем разговение, иншаллах, можно об этом тоже будет поговорить минут 10, и после этого можно будет позадавать вопросы. После того, как мы сделаем разговение, брат даст азан, кто не читает намаз, будут кушать, кто совершает намаз, у нас есть там место, мы совершим магриб в 3 раката и присоединимся к тем, кто уже будет удалять свой голод без нас.